Исәмі Садуслар. Это новый урок в серии нашего плейлиста. В прошлом видео мы рассматривали тему «Как задавать вопрос в татарском языке», рассматривали вопросительные слова, а сегодня у нас продолжение данной темы, но немножко с новыми условиями. Действительно, в прошлом уроке мы прошли вопросительные слова, задавали вопрос с помощью них, но что делать, если в вопросе вопросительного слова нет? Да, это просто вопрос. Ты учишься? Многие ученики скажут, что тут нет ничего сложного, и переведут предложение как «Син укыйсың?» «Син укыйсың?» попытаясь в вопросительной интонации создать элемент вопроса. Друзья, этот момент неплохой, вы хорошо перевели предложение, но все-таки он нуждается в одном моменте. И правило звучит так. Если в вопросе у вас нет вопросительного слова, то есть здесь нет слова «кто», «что», «где», «почему», то дополнительно к нему в конце необходимо добавить окончание «м» или «ме». «М» для твердых слов и «ме» для мягких. Соответственно, правильный вопрос будет так. «Син укыйсың ма?» «Син укыйсың ма?» Давайте рассмотрим некоторые другие предложения. Ты хорошо готовишь? Переводим предложение как обычно. «Син яхше» готовишь, это будет «пешересың». И так как это вопрос, но здесь нету слова «кто», «что», «где», «почему», необходимо добавить в конце частичку «ме». «Син яхше пешересың ма?» Это уже правильный вариант. Далее, вы рыбу едите? Вы это будет «цес», рыба будет по-татарски «балык», и кушаете, смотря на правильное склонение, работая по склонению глаголов, кушаете это «ашисыз», а так как это вопрос, добавляем твердую частичку «ме». «Цес балык ашисыз ме?» Данная тема работает даже в таких коротких предложениях, в таких коротких вопросах. Например, я хочу спросить «сейчас?» Мы идем сейчас или когда? Сейчас? Опять-таки вопрос прозвучит как «хазыр ма?» «Хазыр ма?» И даже уточняющие вопросительные «да», друзья, мы хорошо учим татарский язык, да? Это будет звучать как «эйема», «эйема», который очень часто на устной речи переводят в категорию «эйма», «эйма». Давайте переведем еще некоторые предложения. Спросим, ты любишь чай? Конечно, разумеется, данные тематики и все, что мы проходим новые, не отрицает ранее пройденные темы, а именно глагол всегда стоит в конце, необходимо правильно склонять глагол, то есть если вы начинаете син, то концовочка будет яратасын, барасын, никак не барабас, не барам. Это все также нужно учитывать. Ты это син, чай это у нас как раз таки чай, и вот любишь это яратасын, но вопросительного слова нету. За счет этого добавляем «ме». Син чай яратасын ме? Вы хорошо готовите? Сес. Хорошо, это яхше или эйбет. Готовите пешересез. Пешересез ме. Сез яхше пешересез ме? Он сейчас спит. Он это ул. Сейчас будет по-татарски хазер. Спит это яклей. И добавляем ме. Ул хазер яклей ме? И даже такой вопрос. Ты Денис? Будет звучать как син Денисма? Син Денисма? И небольшая подсказка для всех обучающихся. Если во время общения по-татарски кто-то вам задал вопрос, и в конце вы слышите вот эти частички «м» или «ме», «син яратасың ме», «ашисың ме», «барасың ме», «яратасыз ме», то вам стоит ответить «да» или «нет», «эйе» или «юк». Разумеется, это могут быть полные ответы. Например, «да, я люблю», «эйе мин яратам», но в целом общий смысл, я думаю, вы поняли. Для практики задам вам некоторые вопросы по-татарски, вам необходимо понять их и ответить на них в комментариях. Син хыстыбы яратасың ма? Любишь ли ты хыстыбы? Син яхшы пешересың ма? Ты хорошо готовишь? Син яхшы кеше ма? Хороший ли ты человек? Друзья, на этом все. Данный урок подошел к концу. Приглашаю всех желающих заниматься индивидуально, парно или в групповых уроках, а также доступен мой курс «Татарский язык с нуля».